И таких случаев немало. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, о чем стыдно говорить в Таджикистане, но какая огромная проблема существует. Подписывайтесь на наше обновление и точно будете в курсе всего самого актуального. Каждый день дома был скандал. Деверья, братья мужа, придирались ко мне по любому поводу, не давали получить свидетельство о рождении ребенка. Все время говорили мужу: разведись с ней, разведись, пусть уходит из дома, и ругались со мной. Вот муж оказался меж двух огней. Очень много было ссор и скандалов. Мы съехали какое-то время, жили на съемной квартире, но потом один наш сын умер, и мы вернулись обратно. Муж стал бить меня. Жена деверя все время настраивала моего мужа против меня. Я устала от такой жизни. Сказала: пойду и брошусь с моста в Курган-Тюбе в реку, но они не пустили меня. Это рассказ 33-летней жительницы из Вахшского района Хатлонской области. Она пожелала остаться анонимной. Чтобы вызволить женщину из этой тяжкой ситуации, вернуть ее в нормальную жизнь и отказаться от мысли о самоубийстве, к делу подключилась общественная организация «Гамхари» в городе Бахтар. Собеседница рассказывает: когда я пришла к ним, у меня было очень плохое состояние. Все мое лицо и тело были в синяках, хромала на одну ногу. Сотрудники организации поговорили с этой женщиной и ее мужем, помогли получить свидетельство о рождении сына, которому уже 2,5 года. Сейчас ее муж и она сама занимаются предпринимательством, а ее маленький сын днем находится вместе с матерью на ее рабочем месте. Эта семья снова живет дома у свекра, но, по словам этой женщины, она старается не обращать внимания на скандалы и ссоры. Сейчас, по ее словам, ее жизнь наладилась, и муж тоже видит свое будущее в совместной жизни с ней и их сыном. Юрист Мадина Низомова работает в организации «Гамхари» уже почти 20 лет, и последние 2 года является ее руководителем. В организации есть кризисный центр и приют-убежище. Оба эти учреждения укомплектованы психологами, юристами и консультантами и оказывают бесплатную помощь обратившимся. Низома говорит, что для каждой женщины, обратившейся к ним за помощью во время психологического и семейного кризиса, в зависимости от уровня ее проблемы, разрабатывается индивидуальная программа помощи. Сначала работает психолог, чтобы избавить женщину от стресса и психологического напряжения, а затем подключается юрист, чтобы помочь решить ее юридические проблемы. Таких случаев немало, сказала она в интервью. Однажды в 12 часов ночи мне позвонила женщина и сказала: я на мосту, жизнь уже достала меня, я сейчас брошусь в реку. Нашла ее мужа, пошли к ней, поговорили и сумели отговорить от этого шага, покончить с собой. Я предложила ей переночевать у меня, не согласилась. Мы отвезли ее к родственникам, сказала Мадина Низомова. Еще одна женщина, у которой тоже было тяжелое положение в семье из-за того, что их семья потеряла ребенка из-за коронавируса в разгар пандемии COVID-19. По словам Низомова, ее родственники обвинили саму мать в смерти ребенка и в том, что она обратилась к врачу, лечение которого не дало результатов. Во время пандемии случаев домашнего насилия действительно стало больше. Обращались даже и мужчины, потому что в этот период у них не было работы, вот и сидели без денег, а дома постоянно на них оказывалось психологическое давление, говорит Мадина Низомова. По ее словам, одной из тревожных тенденций последних лет является самоубийство женщин вместе с детьми. Как вы относитесь к такой ситуации в стране? И как вы думаете, ее можно предотвратить? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. В июне этого года жительница Бабаджон Гафуровского района Саньят Гафорова бросилась с 2 маленькими детьми в Сырдарью, что многих повергло в шок. Еще ранее в Пиджикенте молодая мать сначала повесила 2 своих детей, а потом повесилась и сама. В 2021 году МВД Таджикистана зафиксировало 518 случаев суицида и попыток суицида, и половина таких случаев приходится на женщин. Комитет по делам женщин и семьи отмечает, что основными причинами совершения самоубийств являются насилие в семье, затяжная миграция мужей или отцов, нестабильное материальное положение. По оценкам Всемирной организации здравоохранения и Международной ассоциации по предотвращению самоубийств, ежегодно 700 тысяч человек совершают самоубийство, и 77% этих случаев приходится на страны с низким средним уровнем дохода. Одно из исследований таджикских судей показало, что в стране наибольшее количество самоубийств среди женщин приходится из-за притеснения и насилия со стороны мужа. Исходя из анализа 48 дел о самоубийствах, который провел Верховный суд в 2019 году, в 7 случаях женщины покончили жизнь самоубийством из-за жестокого обращения со стороны мужа, из-за оскорблений и побоев с его стороны. В 3 других случаях женщины решились на крайний шаг из-за отношений свекра и свекрови. По словам экспертов, в этой сфере в последние годы в Таджикистане наблюдается прогресс в предупреждении насилия в семье. И особенно благодаря усилиям женских правозащитных организаций. Женщины уже знают, что у них есть право на обращение. Они получают защиту и поддержку. Есть также закон о профилактике насилия в семье. Наконец, есть статья 109 Уголовного кодекса «Доведение до
самоубийства. Население уже осведомлено и информировано. Но по своему опыту работы могу сказать, что именно огромное терпение у женщин и то, что они, боясь огласки, никому не говорят о своей проблеме, приводит их к такому состоянию, когда они решаются на самоубийство. По словам этой гражданской активисты, в последние годы работники, занятые вопросом женщин и семьи, используют метод подворового обхода и посещают в обязательном порядке дома, где есть проблема в семье, и проводят профилактические беседы. Мадина говорит, что для того, чтобы делать усилия более эффективными, особенно в отдаленных селах, важна роль руководителей джамуатов, активных женщин и даже соседей, чтобы они не оставались нейтральными и спешили на помощь членам этой семьи, как только возникает проблема. Важно не быть безучастным, говорит она. Как вы относитесь к тому, что в последние годы у нас активизировались правозащитные организации, особенно в отношении женщин? И видите ли вы прогресс? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наши видео подпиской и лайком. До скорой встречи!